И вот эти вот куклы, вот там еще одна, были сделаны вот буквально пару недель назад, да, когда мы гуляли Масленицу. Вот, к открытию Масленицы у нас был кукольный театр. Опять задача у меня стояла такая, чтобы эти куклы могли на руке разговаривать. Да? Вот, да. Это вот Тимошка у нас. Вот. Все. Так. Тимошка, царь, Масленица и Митрошка. Сейчас в художественной мастерской Алданского районного дворца культуры представлена лишь малая часть изделий, созданных руками Ирины Сысоевой. Впрочем, абсолютных цифр, костюмов, масок, декораций и афиш мастерица не назовет. За 10 лет работы художником-оформителем Ирина изготовила бесчетное количество шедевров. Изделий было сделано очень много, есть такие, которых я даже не помню. Иногда я их нахожу в старых телефонах или в компьютере, иногда у друзей на фотографиях, там, в соцсетях, на страничках. Вот. Изделия были как большие, потому что помещение у нас большое, не одно. Есть диско-зал, зрительный зал, фойе, малое фойе. На втором этаже у нас малый зал. Поэтому требуется большая фотозона. Это какие-то масштабные проекты. Вот. Но без мелких деталей иногда не обходится. Да? Вот, допустим, у меня сидит на руках представитель. Да? Это, я считаю, мелкое изделие. Но, тем не менее, по работе это может быть даже позатратнее, чем что-то крупное. Юным алданцам, несомненно, запомнились герои новогодней сказки. В изготовленных Ириной масках артистам легко удавалось разговаривать, смеяться и плакать. Работа над одной такой накладкой заняла у художника ночь, а последние штрихи мастер наносила непосредственно перед выходом актеров на сцену. Иногда, допустим, начинаю, когда работать со своим изделием, начинает первое что-то показываться, проявляться, я начинаю с ним разговаривать, как будто он живой. И ну покажись. Иногда, допустим, моя задумка совсем не соответствует тому, что получилось. Он так проявляет свой характер. И получается даже лучше, чем я задумывала. У меня сохранились маски, которые с Нового года. У нас было большое количество страхов. Это просто всякие жутики. Вот. 2 маски у меня было сделано. Работы предстояло очень-очень много. И я понимаю, что завтра-то первая сказка. 11 масок мне нужно изготовить за ночь. Ну, то бишь, было приятно удивлена, когда было 8:30 утра, у меня дошивалась последняя маска. Длительность изготовления изделия зависит от технологии процесса и особенностей материалов. Порой Ирина начинает создавать одеяние или убранство задолго до спектакля. Иногда бывает достаточно пары дней, а в некоторых случаях и одной ночи. Когда художник погружается в работу, время суток перестает существовать. Если это для себя я что-то делаю, если это какое-то творчество личное, да, то тогда можно отложить в долгий ящик, я могу и подождать. Но если я делаю для работы или для кого-то на заказ, там, допустим, что-то, то, естественно, тут уже делаешь, чтобы только закончить. Ночи, выходные, иногда в мастерской ночью остаешься, иногда не одни сутки. Съездишь, детей накормишь, там, в садик, в школу проводишь и возвращаешься на работу. Иногда приходится, когда детей не с кем оставлять, на дом брать вот мелкую работу. Профессия художника-оформителя чрезвычайно многогранна. Воплощая в жизнь художественные образы, мастер создает общую атмосферу события и передает живой поток эмоций. Свою задачу Ирина видит в том, чтобы максимально емко отразить ту или иную режиссерскую идею, обогатить и расширить ее, и полномерно донести замысел до зрителя. Коллеги Ирины знают, что она может сделать невозможное, однако нередко результат превосходит все ожидания. Каждая елка в Новый год у нас неповторима. И вот посмотрите, какие у нас снежинки, сделаны руками Ирины Викторовны. Да? Каждая снежинка – это пластилин, и слеплена ручками, и мы обратили внимание, что они похожи на ее сыновей. В многообразии материалов и инструментов строгий порядок, в котором Ирина ориентируется легко и свободно.
В художественной мастерской процесс творчества и созидания не останавливается. Пока на одних изделиях подсыхает клей, художник наносит последние штрихи на почти готовые убранства. Параллельно Ира продумывает способы изготовления декораций для новой постановки. Подавляющее большинство замыслов – личные находки мастера. Большинство продумываю сама, но у меня есть руководитель, который меня всегда заряжает, подстегивает на что-то. Иногда она что-то придумает, говорит: Ира, смотри, я увидела такое-то там это, давай придумаем что-то на базе, там, наподобие, да, что-то свое. И начинаю тут я тоже голову включать, ходить, вынашивать эту мысль несколько дней, эту идею. Валентина Михайловна Чернова, да, это наш энерджайзер, которая сама, не покладая рук, не сидит никогда на месте, крутится волчком. И нам не дает спокойно сидеть. Как говорится, найди работу по душе, и ты ни дня не будешь работать. Нет, конечно, работы много, и порой от нее устаешь, от того, что одно и то же постоянно, да, и в короткие сроки. Но это такой кайф приносит, когда ты уже сделал, посмотрел, выдохнул, и вот прям, особенно если это кому-то нравится, то это вообще здорово. Коллектив у нас замечательный сложился. Всегда все друг другу приходят на выручку. Вот, допустим, если у меня работы много, вот как сейчас, да, мы на 8 марта делаем тюльпанчики из бумаги, я просто убью массу времени на это и толком ничего не успею сделать. Но помощь приходит коллектив, да. На Новый год я предпочитаю своим детям шить костюмы сама. Бывает такое, что ты вспоминаешь, и тебя как водой окатывает, что завтра уже утренник, а дети-то у тебя. Я бегу к нашему костюмеру. Через 5-15 минут у меня уже лежат готовые костюмы. Ночью просто я доделываю там масочки, тапочки, и все, и дети готовы. То есть помощь всегда какая-то есть от коллектива. Также я рада им помочь, да. Профессия художника-оформителя требует не только креатива, фантазии и выполнения задания в срок. Подчас мастеру необходимы немалая сила и колоссальная выносливость. Роспись стен, подготовка дерева, металла или пластика для декораций, создание масштабных композиций и снежных скульптур. Подобные задачи Ирина выполняла многократно. Вот особенно был период, когда фигуры, да, снежные резала, когда, во-первых, это холод, как вспомню, вот так вздрогну. Это холодно, это тяжело, руки забиваются к концу дня, времени мало, порой это 4-3 дня. Раннее детство Ирины прошло в поселке Лебедином. Позднее родители расстались, и Ира с мамой переехали в Верхний Куранах. По словам нашей героини, с малых лет она очень любила рисовать. В своих изображениях маленькая Ира воплощала причудливые сюжеты, в которых оживали самые обычные вещи. Я очень жалею, что в моем детстве не было такого большого количества всевозможных материалов, да, как сейчас. Это и полимерная глина, и фоамиран, и керамика, и самозатвердевающая глина. То есть как бы почему-то папье-маше я не занималась, видимо, некому было подсказать. Единственные скульптурки это были пластилин, покрытый красками. Вот, да. В основном я занималась рисованием. Сколько себя помню, я рисовала везде, всегда много. Где-то даже не ходила гулять с друзьями, или это я постоянно пропадала в своих тетрадках и в альбомах для рисования. То есть я для себя оживляла этих персонажей, сочиняла какие-то сюжеты, какие-то сказки придумывала. У меня они не были прописаны, они были именно прорисованы. Ирина убеждена, что талант к рисованию она унаследовала от родителей. И мама, и папа тонко чувствовали изобразительное искусство и в свободное время рисовали для души. Профессии же родители нашей собеседницы связали с иными сферами. Папа работает механиком в Селигдаре. Мама, к сожалению, не стала недавно. Но я так думаю, что это все пошло у меня от них. Очень часто папа помогал мне в школе. Не знаю, по каким причинам я сама не могла нарисовать. Может быть, ленилась, может быть, боялась чего-то, что не получится, а хотелось лучше. Но он мне помогал. Вот помню, богатыря рисовал, фигуристку рисовал. Мама рисовала всем моим двоюродным сестрам, подружкам. Когда на мой вопрос, почему же ты мне такое не нарисуешь, я тоже так хочу, она говорила, что ты можешь сама. Но мы с ней брали из библиотеки детские книжки, такие как «Домовенок Кузя».
Я любила очень иллюстрированные книжки красивые, да. А я такую тоже хочу. Она говорит, ну, дочь, не продаются нигде. Давай с тобой купим альбом и будем сами. Вот мы брали на несколько дней эту книжку. Тут она мне помогала. Вот мы иллюстрировали. В итоге у меня была своя собственная книжка. Наряду с глубоким мировосприятием и способностью видеть необыкновенное в обыкновенном, Валентина Степановна и Виктор Александрович сформировали у дочери такие ценные качества, как упорство, трудолюбие, целеустремленность и ответственность. О том, сколь нелегок труд мамы и папы, Ира знала хорошо. Папа работал в рейс, ходил. Сначала он работал на фабрике Лебединской, золотодобывающей. Не раз с папой ездила на Белазии, на Рябиновый участок, вот когда он за рудой ездил. Потом мы сразу ехали с ним на Весовую, а потом на Купалку и домой. И вот, конечно, такие моменты, такие времена, да, детство. Мама работала операционной медсестрой. Более 30 лет она отработала у нас здесь в оперблоке. Ну, а потом уже я начала помогать маме, где она на работу попросит, газету нарисовать, где кому-то что-то нарисовать. Ну, то есть сначала они мне, потом я. Творческий потенциал Ирина развивала преимущественно самостоятельно. Кружки и секции, в которых ребятишки могли бы осваивать техники и оттачивать мастерство, находились в соседнем поселке, и добираться в художественную школу было проблематично. Зато среди одноклассников и друзей талант Иры всегда находил признание. Стенгазеты школьные, или если это какой-то пионерский, ну, пионерский, так назовем, по старой привычке, лагерь какой-то детский летний, то это всегда на мне висело, стенгазеты и все остальное. Когда передо мной стал вопрос, кем ты будешь, ну, как с детства все всегда мечтают, я, естественно, там отмахивалась врачом, думала, те, что по маминой линии, может быть, пойду. Когда пришел этот вот момент принять решение серьезное, взвешенное, тут мне стало страшно. Если я пойду на медицину, то как? От меня будет зависеть чья-то жизнь, чье-то здоровье? Нет, отмела. Также, допустим, люди, которые связывают свою деятельность с цифрами, да, бухгалтера, экономисты, ну, это совсем не я, это совсем не мое. То есть я вообще не усидчивый человек. Мне надо вечно где-то скакать, лазить в краске, в грязи, в пыли, в клей. Меня по большей степени в ДК такую можно застать. А тут встретилась со своими друзьями из параллельного класса. Они говорят, Ира, ты же так хорошо рисуешь, почему ты не свяжешь свою жизнь? Ну, я как-то серьезно, мне это нравится, это мое хобби, увлечение, по большей степени это занимает, да, большую часть моей жизни. Но я не задумывалась о том, что можно же дальше профессионально идти учиться. И потом, когда уже пришло время ехать, мы с мамой взяли билеты и поехали в Благовещенск. Окончив школу, Ирина решила поступать в Амурский государственный университет на факультет прикладных искусств. Мечта юной девушки, конечно, сбылась, хотя и не сразу. Факультет прикладных искусств делился на две кафедры. Это кафедра технологий, где швейники, конструктора, и, соответственно, художники. Кафедра дизайна и технологии. Мне-то, конечно, хочется к художникам, а сидели в приемной комиссии в ту пору представители именно швейных изделий, и они начали меня заманивать к себе. У мамы тоже была идея фикс, чтобы я умела шить. То есть она говорит, ты всегда будешь и накормлена, и одета, это хорошо, но шить и я – это вообще два разных понятия. Вот эти вот огромные машинки всегда вселяли в меня какую-то прям панику. Уговорили они меня только тем, что там тоже есть живопись, рисунок. А напугали тем, что я не смогу поступить без базы, что я самоучка. Показали мне конкурсные работы других абитуриентов. Меня это подействовало на меня это напугало. Таким образом, Ирина приступила к изучению технологии швейных изделий. К слову, высшую математику, физику и химию, теоретическую механику и сопромат студентка освоила без особых сложностей. А первая сессия была сопряжена с единственной проблемой. Я сдала все, кроме шитья. Первое мое изделие – это были трусы мужские с гульфиком, как сейчас помню. А я их раскроила. Но когда дошло дело шить, у меня ни одной строчки прямой не получилось. Всегда подходил преподаватель, заставляла распарывать.
В итоге мои трусы с 48 размера, наверное, до 42 уменьшились из-за того, что ткань секлась. И, в общем, я поняла, что дальше-то мне придется отшивать коллекции. Это только трусы, это первый курс, это первый семестр, а дальше будет больше. И я позвонила родителям, сказала, что вы извините, только, пожалуйста, не забирайте меня. Я быстренько, правда, перед этим подсуетилась, съездила в Союз художников Амурской области, России, договорилась с художником Серебряков Владимир Автономович. И он согласился, посмотрел мои работы, ну, как бы, что у меня есть потенциал, согласился со мной заниматься. И вот за эти полгода, ну, сумел в меня что-то вбить, и я поступила уже летом уже на дизайн. Позднее Ирина уехала в Китай. Нашей героине предложили трудоустройство по договору. В Поднебесной Ира занималась не только художественной деятельностью. Она также работала на производстве изделий из камней. О чудесных свойствах янтаря девушка узнала массу интересного и удивительного. Вот еще когда по телефону обсуждали то, что я говорю, а чем мы будем заниматься? На что мне ответили, работа с янтарем. Я сразу предупредила, что такой практики не имею, ни с какими камнями я не работала никогда. Ничего страшного, у вас есть художественное образование, типа тут мы все уже на деле покажем. Когда мы приехали, оказалось, что у нашего, вот, ну, будем так, директора его называть, да, давно они с женой уехали из России в Китай, построили там свой бизнес, который успешно развивался. И, значит, друг то ли на спор, то ли ради шутки подарил ему из Калининграда несколько грузовичков с янтарем, сырцом. А что с ним делать, он не знал. Но так как в Китае очень любят янтарь, он решил, что это... Поговорили они там с своими менеджерами, и они решили, что это будет передвижная арт-галерея картин из янтаря на лайтбоксах, то есть с подсветкой. Потом, спустя какое-то время поступил заказ, значит, чтобы это были ретро-мобили, то есть масло, акрил, кто в какой технике работает, кто с какими материалами. Это были мерседесы, да, мерседесы, ретромобили. Вот, допустим, такой-то, такой-то нужен автомобиль, такого-то, такого-то цвета, а уже в какую среду вы его впишете, да, это уже ваше чисто творческое. Вот. Потом уже дали послабление такое, что кто чем любит заниматься, давайте это. Кто-то это делал скульптуры, у меня это были какие-то, помню, был автопортрет в красной шляпе. Не менее интересным для Ирины стало погружение в культуру Китая. Знакомясь с традициями и обычаями, посещая достопримечательности и общаясь с местными жителями, наша героиня получила незабываемые впечатления. Конечно, интересно. Одно дело, когда ты в качестве туриста приезжаешь. Мы часто ездили раньше на выходные, когда еще не так дорого было, да, по деньгам. А когда мы уже приехали и уже окунулись вот туда, в ту жизнь, в тот быт, надо было готовить себе дома что-то. Нас, конечно, кормили, но не всегда мы ходили. Иногда что-то дома приготовим. Поэтому приходилось изучать то, что есть рядом, в досягаемости в твоей. Так мы познакомились с местными жителями, знакомились потихоньку, начинали с ними общаться. Они очень любят наш шоколад русский. И если мы ехали на выходные, обязательно привозили им гостинцы. Это конфеты, шоколадки, да? А в ответ они начали нас угощать своими там. И вот подходим, мы спрашиваем, как это называется. Они нам объясняют. Мы записываем, с блокнотиками ходили, чтобы звучание это все записать. Учили нас счету. Вот. И даже я договорилась, что я буду преподавать, там немножко другая система образования, что я буду преподавать у деток рисование, а взамен мне не будут платить, но будут меня обучать китайскому языку. Через некоторое время Ирине пришлось вернуться домой. Следовало продлить срок действия загранпаспорта. Решение вопроса потребовало чуть больше времени, чем девушка рассчитывала. И лишь позднее Ирина поняла, что возникшая по объективным причинам задержка была предначертана судьбой. Когда все инстанции, Москва и Благовещенск, там, в Амурской области мне дали уже добро на то, что восстанавливать загранпаспорт, сказали, что в Якутии произошла какая-то заминка. То есть ждите, сколько ждать, неизвестно. Я решила посетить родителей.
устроить себе очередные там каникулы, отпуск, да, навестить. Я приехала к родителям. Ну, а здесь по счастливой случайности встретила свою первую любовь. Ну и все. Когда мне позвонили и сказали, что мой загранпаспорт готов, я воспользовалась им только для того, чтобы съездить уволиться, забрать вещи и вернуться на малую родину. Каким он был? Да каким? В моих глазах самым лучшим был, естественно. Да? По-другому я и смотреть не могла. Если какие-то минусы, то они просто были не видны. Вот. Естественно, с возрастом более серьезный человек становится, более ответственный. Он очень отзывчивый, очень добрый, чуткий. Мне нравится очень, как он относится к детям, как дети к нему тянутся. Супруг нашей героини работает в золотодобывающей отрасли. Свое дело Павел знает и любит, ведь в профессию он, как и Ирина, пришел по призванию. Он работает на погрузчике в поле Солдан. И когда он рассказывает про какие-то рабочие моменты, да, я многого, конечно, не понимаю, но то, что это вот прям миллиметровые какие-то, ну, там, действия, да, вот, что там въехать и всунуться, ну, я вижу и так по манере езды. То есть, ну, это требует сноровки, навыка, да, и любви, мне кажется, к работе, к своей, что это не заставляет нервничать, психовать, все-таки ты идешь и делаешь, и эта ответственность на тебе большая. Супруги воспитывают двоих сыновей. Старшему Степану 9 лет, младший Александр осенью пойдет в 1 класс. Уже сейчас мальчишки обнаруживают как способности к творчеству, так и интерес к технике. 2 совместных ребят, и еще есть ребенок от первого брака мужа. Вот. Значит, мальчишки, ну, это, не знаю, это, наверное, генами заложено, что мальчики начинают это автомобили и оружие. Они знают все марки автомобилей, какого года выпуска, какие фары квадратные. Это какой-то, ну, просто дома у нас такой автопарк этих автомобилей, хоть соли, как называется. Вот. Очень любят они рисовать эти автомобили, лепить эти автомобили. То есть автомобили – это вот все наше. Конечно, пока рано рассуждать о том, с какой сферой сыновья Ирины свяжут свое будущее. Однако, несомненно, одно – ребята уже понимают, что значит увлеченность делом и возможность заниматься тем, что по-настоящему интересно. К слову, супруг и дети относятся с пониманием к тому, что жена и мама нередко бывает очень занята на работе. По-моему, якутский Дед Мороз, когда я вырезала, он был под 4 метра. И на стремянке, держась зубами за воздух, вот так все трясется. То есть напряг такой идет в организме, что ты приезжаешь домой, просто вообще отрешенный от всего. И уставший, и холодный. Муж сразу меня усаживал есть. Иди мойся, грейся и спать, и все. И маму не трогайте и не мешайте. Несколько раз он даже приезжал, вот мне помогал. Когда порылся, поковырялся, он просто откидывал снег, потому что он летит очень быстро, много. Я понял, говорит, что это за труд. Если это какие-то грандиозные мероприятия, вот как Новый год, сказка, подготовка к ней, да, мы очень много времени проводим на работе, то он полностью берет на себя всю заботу о детях. Единственное, что мне надо проконтролировать там одежду, да, в чем пошли, как бы это. А вот насчет, он любит готовить, насчет готовки, насчет того, что дети под присмотром, они еще с ним лучше накормлены, чем со мной, поэтому я спокойна. Свободное время Ирина предпочитает проводить в кругу близких. Прогулки, походы к друзьям и к тете, сестре Иры по маме, выезды на природу, семейный досуг всегда становится ярким и увлекательным для всех. Когда есть свободное время, мы любим с детьми куда-то вылезти. Это к нам сюда на сказки, это в ТЮЗ. Иногда на коньки ходим, не так уж часто получается. Иногда в кино. А когда в лето, допустим, это или осень, мы очень любим всей семьей ездить на Скородок к нему. Да? Уезжаем на несколько дней.
Сначала дети возмущались, потому что ни интернета, ни телевизора, что это за, как они называют, там, за первобытные люди. Но потом им это так понравилось, вот, рубить веточки на костер, жечь костер, потом в скоротке вечером свечки везде, треск огня в печке. Любим ходить за грибами, то есть лес любим. Ну, я люблю, конечно, еще то, что я иду за грибами, параллельно у меня с собой пакетик, на что муж потом ругается, да? Там шишечки, веточки. Не всегда они мне потом пригодятся, но нужны. Камней побольше набрать. 2026 в России объявлен Годом единства народов, а в Якутии – Годом культуры. Калейдоскоп событий обещает стать ярким и причудливым. И перед коллективом районного дворца культуры стоят масштабные задачи. В этом году, ну вот перед Новым годом, да, мы опять же с Валентиной Михайловной разговаривали о том, какое будет убранство у нас в ДИИ, сказали, да, и как-то не сговариваясь, сошлись на том, что давайте руссконародное что-то делать. Это же так красиво, самобытно, это наша культура, это уютно, это красочно. И поэтому вот сейчас у нас очень много пошло росписи Городецкой, Гжели, Хохломы. Вот мы работаем в этом направлении. И надеюсь, что за этот и за следующий год мы накопим достаточно большое количество оформления. Ну вот будем, ну и якутское тоже, да, так как мы в республике в нашей живем. Ну это вот орнаменты и все такое. Как-то на ИСАХ мы участвовали в конкурсе, костюмер наш и я, мы с ней вкупе делали костюмы якутские. Она шила холодай, я к ним делала якутские украшения. Да, чуть-чуть в нетрадиционной технике, это не серебро, как любят якуты, да. Ну вот стилизованные вот такие вот на якутских холодаях. Мы даже какое-то место заняли. Это на голову повязка, да, и такой же, только зеленый. Вот. Ну, они маленькие, да, они такие большие изделия, как мы привыкли делать для ДК, они маленькие, но они очень по работе энергозатратные и, да, и трудоемкие, да. Большой объем предстоящей работы Ирину не пугает, ведь познание нового – это всегда развитие. И каждая воплощенная в жизнь идея – это очередная ступень к вершинам мастерства. А творец учится и совершенствуется всю жизнь.